Приветствую. Меня зовут Максут Мирмухамедов, я художник. Почему именно эта профессия, почему я решил стать художником? На самом деле это не я решил быть художником. Меня отправили в художественную школу. Честно говоря, мне это никогда не нравилось. И, возраст был такой, мне было 13-14 лет, когда первый раз меня отправили в художественную школу. Вот, на тот момент я еще в подростковом возрасте хотел бегать, прыгать, играть. А художественная школа, там такая сплошная тишина. И там, одним словом, было скучно. Вот кувшинчики, груши, яблочки рисовать каждый день. И мне это вообще не нравилось. И я еле как закончил художественную школу. А потом после 9 класса опять-таки меня отправили учиться в художественное училище. И первое время там тоже мне ничего не нравилось, и я хотел бросить это художественное училище. После постоянных бесед с моим педагогом Ашаповым Саидом, потихоньку мне начало нравиться это дело. Я начал более глубже понимать. Я закончил художественное училище с отличием. Потом поступил в художественный институт. После второго курса я перевелся с родного города Худжанд в город Душанбе. И здесь я закончил тоже институт отлично, благодаря моим педагогам. Но по жизни мне повезло, то, что у меня всегда были хорошие педагоги, начиная с художественной школы, училища, институт. Ашапов Саид, Илюш Мамаджанов, Сабзали Шарипов. После окончания института потом начался мой профессиональный творческий путь. И по сей день я занимаюсь живописью, я получаю от этого удовольствие. А дальше еще интереснее начался творческий путь. После окончания университета потом уже начали поступали предложения поучаствовать на различных международных симпозиумах, выставках. И очень много было выставок зарубежных, непосредственно на которые участвовали мои произведения. А больше всего запомнилось симпозиум в Кипре. Туда мы поехали на 2 недели, потом поступило предложение остаться поработать там. И получилось так, что я там поработал 11 месяцев, почти год. И я написал 83 работы на протяжении этих 11 месяцев. Это были самые запоминающие моменты в моей жизни, в моей карьере. Что самое интересное, это международный симпозиум, и я там познакомился с многими художниками с различных стран, в основном Центральной Азии, тюркоязычных стран. Разные стили, разные техники, разные направления. На самом деле я очень много там получил. После этого я кардинально поменялся, стал вообще по-другому смотреть на искусство. А после общения с художниками в Кипре мои мысли вообще кардинально изменились. Я вообще стал думать по-другому, видеть искусство по-другому. Это все меня вдохновляло. А что для меня вдохновение? Вдохновение для меня это особое состояние, когда я ощущаю прилив сил, энергии и желания творить. Оно сопровождается ясностью мыслей, воодушевлением и внутренней мотивацией. Вообще вдохновение может прийти внезапно, под влиянием красоты природы и музыки, общения с интересными людьми, как я ранее заявлял, что общение с художниками на симпозиуме меня очень вдохновляет. Коротко говоря, это состояние помогает находить нестандартные решения, создавать что-то новое и двигаться вперед. Что для меня искусство? Искусство для меня это все. Вообще я считаю, что я счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом, и я каждое утро с удовольствием прихожу на работу. И здесь я отдыхаю, творю. И мне нравится все это. И я считаю себя счастливым человеком. Одна из моих работ называется «Диалог». Почему я именно создал такую композицию? Есть такой миф, то, что вороны живут 300 лет.
Получается, если вороны живут 300 лет, они знают, нежели больше, чем мы с вами, да, допустим. Да. Поэтому вот между вот мудрецом и вороном у них идет диалог вот, о жизни, о настоящем, о будущем, о прошлом. А эту часть композиции я дополнил колесом. Вот почему колесо? Ну, она символизирует время, колесо времени.